есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», сказал когда-то Сократ. Эти слова еще раз цитируют на занятии, где школьникам в развлекательной форме преподносятся главные аспекты правильного питания. Так, в игре «Съедобные и несъедобные» ребята, сверяясь с пирамидой здорового питания, должны распределить называемые ведущим продукты по цветовой гамме. Зеленым помечена пища, которую нужно употреблять каждый день, желтым с осторожностью, а красным рекомендуется употреблять как можно реже. Рыба. Абдулла Балаев – один из участников проекта и ведущий сегодняшнего урока. Школьник так загорелся идеей пропаганды ЗОЖ, что решил непременно принять участие в проекте, зарегистрировавшись на сайте «Сделаем вместе». А проведение такого рода открытого урока для младших школьников – одно из условий конкурса. Я очень даже надеюсь на победу. Я зарегистрирован на сайте, я являюсь эко-лидером. Приз победителю, так сказать, будет путевка в Артек, в котором я очень даже мечтаю попасть. Я бывал в Артеке позапрошлом году, победив на конкурсе «Живая классика», за счет чего там мне очень даже понравилось и хочется обратно идти. Цель акции – формирование у школьников правильного представления о здоровом питании. И эта возрастная группа выбрана не случайно. Очень важно питание для того, чтобы сохранить здоровье и психическое, и физическое у детей. И, конечно же, и родители, и все общество обеспокоено именно привитием основ правильного питания. Не всегда ведь школьная столовая или там дома что-то успевается сделать. Надо, чтобы школьники сами понимали, что вредно и что не вредно. И вот в рамках этой акции мы надеемся на то, что мы принесем пользу нашим школьникам. О важности правильного питания на лекционной площадке школьникам напоминают и представители Центра здоровья детей. Питание играет важную роль в развитии ребенка. Потребляемая пища напрямую влияет на рост, вес и даже умственные способности. Если сегодня не вкладываться в развитие детей, в их здоровье, завтра не будет тех, кто может стать у руля, к кому мы уже могли бы обратиться. Вы есть тот наш потенциал. Я узнала, как нужно правильно питаться. И утром я узнала, что нужно есть очень хорошо, чтобы было много энергии для того, чтобы учиться, и много энергии для того, чтобы играть с друзьями. Акция будет проходить в два этапа – региональный и федеральный. Итоги первого этапа будут подведены 27 мая, а в июне – финал. Победители конкурса получат путевки в детские и летние лагеря «Артек» и «Орленок». Тамара Хашагульгова, Асхаб Билакиев, Новости 24.